процессе нашей жизни нередко возникают споры правового характера, которые нам самим решить бывает непросто. При их возникновении мы находимся в тупике, поэтому прибегаем к помощи иных лиц. Самым известным способом урегулирования правового спора не сторонами, а при помощи иного лица является обращение в суд, то есть в судебный порядок разрешения конфликта. Однако мало кто знает, что существует и иной, альтернативный способ разрешения гражданско-правовых споров. Это процедура медиации, о которой, к сожалению, население проинформировано в значительно меньшей мере, а кто-то об этой процедуре не знает и услышит о ней, возможно, впервые. Между тем, данный способ урегулирования спора предусмотрен действующим законодательством и, как показывает практика, является эффективным. Чем же регламентируется процедура медиации? Применение медиации в Российской Федерации предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года, номер 193 ФЗ, об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников. Данным законом регулируются отношения, которые связаны с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, а также спорам, которые возникают из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. Таким образом, процедура медиации может применяться после возникновения индивидуальных гражданско-правовых и административных споров. Порядок применения этой процедуры в суде. Он регламентируется Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года. В 2025 году медиация закрепляется как один из ключевых трендов в сфере разрешения конфликтов. Этот подход становится востребованным среди предпринимателей, корпораций и даже частных лиц, вытесняя традиционные судебные разбирательства как слишком долгий и затратный процесс. В условиях современного бизнеса, где репутация и скорость принятия решений играют решающую роль, медиация предлагает эффективное экономическое и гибкое решение. По статистике, 70-80% конфликтов, переданных на медиацию, заканчиваются успешным заключением соглашений. Это инструмент, который уже доказал свою эффективность и становится частью новой бизнес-культуры. В ближайшие годы медиация будет активно развиваться благодаря своей универсальности и доступности. Те компании, которые уже сегодня начнут использовать этот подход, смогут не только сэкономить ресурсы, но и выстроить более доверительные и устойчивые отношения с партнерами, клиентами и сотрудниками. Как решать споры мирным путем? Именно об этом наш новый выпуск передачи про деньги. 24 января Торгово-промышленная палата Якутии провела круглый стол на тему развития медиации в Республике Саха-Якутия и продвижения медиативных технологий в различных сферах жизнедеятельности. На мероприятии приняли участие представители арбитражного суда, нотариальной палаты, адвокатской палаты, управления Федеральной налоговой службы по республике и управления ЗАГСа по городу Якутску, депутаты Государственного собрания ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия, Якутской городской думы, Общественной палаты, Народного фронта республики и Общественного союза медиаторов, предпринимательских сообществ и медиаторы республики. И сегодня у нас в гостях Долгуяна Иванова, руководитель автономной некоммерческой организации Якутский республиканский центр медиации. Здравствуйте, Долгуяна Николаевна. Здравствуйте, Рита. Да, давайте, наверное, начнем наш разговор с того, что вы расскажете нам, что такое медиация. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за интерес к теме медиации, за то, что пригласили сегодня, и я попытаюсь ответить на ваши вопросы о медиации. Значит, что такое медиация? Всегда спрашивают, всегда очень интересно. У разных людей бывают разные ассоциации, когда слышат это слово. Медиация – это внесудебный альтернативный способ регулирования конфликтов с участием независимого посредника, медиатора, который помогает сторонам конфликта урегулировать этот спор и выйти на взаимовыгодное решение. Это если сухо. Если попроще, медиация – это особым образом организованные переговоры. Эти переговоры проводит медиатор как нейтральный, независимый посредник. И по итогам этих переговоров
стороны спора, как правило, приходят к тому решению, к тем договоренностям, да, которые устраивают каждую сторону. А если говорить совсем проще, медиация – это для людей, которые хотят решить какие-то сложные конфликтные вопросы в своей жизни самостоятельно, не опираясь на волю и на решение других лиц или других органов, скажем так. Еще хочу сказать, что медиация – это не тот инструмент, который появился вчера, а наоборот, таки он был издавна. Да? Это вожди племен, князья, священнослужители, авторитетные люди, старшие члены, Совет старейшин. Совет старейшин, старшие члены семьи, все они выступали посредниками в том или ином споре, в той или иной сложной конфликтной ситуации. И получается, что медиатор – это такой вот посредник, у которого есть определенная задача помирить стороны. Ну, или да, это по-другому? Чисто примирение здесь тоже мы не говорим о чистом примирении, да, потому что медиация охватывает очень большие вопросы и очень большие, скажем так, объемная граница. Тогда давайте поговорим, какие же жизненные вопросы можно решить, наверное, с помощью медиации. Ответ очень много. Да? Если обратиться к федеральному закону, а есть федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника, процедуре медиации. Но коротко можно сказать федеральный закон о медиации. И вот в федеральном законе закреплены те сферы, где возможно применить процедуру медиации. Это и гражданские правоотношения, это административные и иные публичные правоотношения, в том числе в связи с предпринимательской деятельностью, семейные, трудовые отношения. То есть, если исходить из этого, то почти во всех сферах жизни и деятельности человека можно применить медиацию в чистом виде, либо применить медиативные технологии. А можно ли, например, сказать так, что медиация может помочь, например, в решении споров между физическим лицом и какой-то организацией? Да, да. Тоже. То есть это не только вот предпринимателями, не только между гражданами, да, но может быть и между юридическими лицами, либо между юридическим лицом и гражданином. Или государственная компания. Государственные компании могут участвовать в процессе? Конечно, государственные компании – это же те же самые юридические лица. И тогда, наверное, тут уже следует следующий вопрос, да? Куда обратиться за такой помощью, вот как помощь медиатора? Имеется в виду в Якутске. Имеется в виду в Якутске, в Якутии, вот именно по нашему региону. Если в Якутске и в Республике Саха-Якутия, то скажем так, что, во-первых, есть у нас вот наш центр, Якутский республиканский центр медиации, это некоммерческая организация. Есть центр медиации торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Также медиаторов можно найти через семейный МФЦ. Медиаторов можно найти, мы, медиаторов, взаимодействуем, скажем так, с полномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия, с полномоченным по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, с полномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия. У нас есть соглашение также с управлением службы судебных приставов. Вот, и также медиаторам направляют и суды, потому что это прямо указано уже в гражданском процессуальном законодательстве Российской Федерации. То есть суд на свое усмотрение это делает, или он смотрит в зависимости от сложности дела? Ну, у судов, у судей свои там правила, скажем так, да. Ну, а мы как медиаторы готовы работать вот в этой сфере именно путем проведения процедуры медиации. Либо мы проводим медиативные консультации, медиативные беседы, информационные встречи. После того уже человек сам определяет, сам выбирает, подходит ли медиация в его ситуации. Медиация, что такое медиация, мы уже с вами разобрали, да? А кто такой медиатор? Вот это психолог, это, не знаю, юрист, кто это? Что это за человек? Медиатор – это специалист, да? Это организатор переговоров. Можно сказать, что медиатор – это специалист по коммуникации. Почему мы так говорим?
Потому что конфликты, споры возникают из-за того, что люди не понимают друг друга, либо неправильно понимают друг друга, да, либо случается конфликт, правовой спор, когда по тем или иным причинам одна сторона, скажем, договорных отношений, она не выполнила какие-то свои обязательства. Да, и возникает правовой спор. А медиатор именно тот специалист, который помогает людям, спорящим сторонам, услышать друг друга, понять друг друга и выйти на общее соглашение. Требования к медиаторам у нас закреплены в федеральном законе. Там указывается, что есть непрофессиональные медиаторы и есть профессиональный медиатор. Непрофессиональным медиатором может быть любой человек, которому исполнилось 18 лет, который не судимый, который полностью дееспособный, и он хочет помочь людям, да, решить конфликт. Есть профессиональные медиаторы. Это люди, которые прошли специальное обучение, которым исполнилось 25 лет и старше, то есть это такой возрастной ценз. Да? Он не может быть таким вот молодым, скажем так. Человек, имеющий любое высшее профессиональное образование. Отсутствие судимости и полная дееспособность. Уже более 8 лет, по-моему, существует вот именно институт медиации в нашей стране, да, и он развивается, и эта сфера, она глубоко задействована, и даже приносит определенные плоды. Вот расскажите, пожалуйста, о таких примерах, где именно вот на постоянной основе применяется медиация? Медиация – это правовое и социальное явление, которое имеет свои задачи и свои цели. Да? Если говорить о социальном направлении медиации, это социальная справедливость и вот общие блага. А если говорить о коммерческой части медиации, то есть о частных интересах, да, то здесь решается уже как бы частный конфликт частных лиц. Если говорить, исходя из этой позиции, то семейная медиация, вот семейные споры, очень много споров. Мы очень много говорим о том, что много разводов. Разводы со всеми вытекающими оттуда негативными последствиями конкретно для супругов, для близких, да, для близкого круга, в том числе и для детей, несовершеннолетних детей. Здесь уже и раздел общего имущества, алименты на несовершеннолетних детей. Сюда же мы еще относим наследственные споры, да, которых стало как-то так количество увеличиваться, потому что если ранее не было у людей как бы такой имущественной наследственной массы в большом количестве, то сейчас этот вопрос уже стоит остро. И там уже другая категория сторон, это раз. И не только вот наследование в какой-то частной жизни, сейчас еще идет наследование еще в бизнесе. А там уже другие категории, другие суммы, другие объемы. Поэтому медиация, оно не только для урегулирования, разрешения, оно идет и еще как для профилактики конфликтов. Это раз, да. Если взять еще социальную сферу, это школьные конфликты. Да. Это отдельная тема. Школьная служба медиации, школьная служба примирения, школьные медиаторы. Там восстановительная программа, восстановительный подход. Это немножко другое. И вот, школьную медиацию здесь уже федеральный закон не затрагивает. Да, федеральный закон о медиации не затрагивает, а там действуют другие нормативно-правовые акты. Сегодня, например, уже обсуждается в нулевом чтении обязательность создания служб медиации в образовательных организациях. Да? То есть в этом и законодатель увидел, и общество уже увидело, что в этом есть, может быть, конечно, да, потребности, да, и плюсы. Трудовые. Да, трудовые споры тоже. Трудовые тоже очень хорошая тема для медиации, потому что в медиации и оперативность, и сохранение отношений, и еще и конфиденциальность. То есть медиация и медиаторы, они действуют все равно в интересах человека, который к ним обратился? Или действуют в интересах обоих сторон? Вот здесь вот такая интересная часть. Ну, вопрос, конечно, интересный, скажем так, да. Медиатор, на самом деле, это лицо нейтральное, беспристрастное, независимое. Если я, как медиатор, чувствую, например, что
я теряю свою нейтральность, беспристрастность, медиатор может выйти, даже прекратить процедуру медиации, если он сомневается, да, в своей беспристрастности и нейтральности. Но здесь медиатор, он стоит вне конфликта, и он помогает сторонам самим услышать друг друга, потому что мы знаем, что картина жизни у каждого человека, она индивидуальна, у каждого своя справедливость, как мы любим говорить, да, и для медиатора важно, чтобы люди увидели и услышали друг друга именно. Да, и нашли тот способ, который приемлем именно для них, конкретно для них и для их ситуации. Потому что у соседа может быть подобная ситуация, но они другие. Там они уже субъективно другие, и для них может подойти совершенно другое решение. А вот вы затронули тему семейных конфликтов. Вот именно, а как помогает медиация в решении семейных споров? Вот конкретно какие-то были примеры, когда с помощью медиатора семья восстанавливалась? Или, например, наоборот, расходилась, но, скажем, условно с минимальными потерями, да? То есть они сразу распределили, этот сюда, это тебе, это мне и так далее. Вот так. Были ли такие примеры? Было и то, было и другое. Да? Что иногда бывает, да, они послушали друг друга, может быть, как сказать, они простили друг друга и решили дальше жить вместе, да, потому что в рамках процедуры медиации есть такая часть, когда такой этап процедуры, когда мы говорим о выветривании эмоций. У людей бывают очень такие вот застарелые какие-то обиды, недомолвки, и они накапливаются, они могут как снежный ком друг на друга налепить, а потом уже вот такая вот эскалация, да, кризиса. И в такой момент, когда они обращаются к специалисту, это может разрешиться. Да, они могут услышать друг друга, понять, простить. У меня были такие случаи, я этому очень рада. Процедура медиации, она не похожа. Если даже это есть алгоритм, четкий алгоритм, что есть первый этап, второй этап, есть дискуссия, есть индивидуальные встречи, есть общие встречи, но тем не менее каждый раз, в каждой ситуации, с каждой парой, не только супругов, да, а переговорщиков, бывает совершенно индивидуально. Получается, что при общении с вами, с медиаторами, я имею в виду, да, человек может открыться, чего он не может сделать в суде. То есть там же наоборот все официально, без эмоций, только факты, только доказательства там, и больше ничего, никаких эмоций. Человек на эмоциях пытается там что-то рассказать, его останавливают, говорят, ведите себя прилично, или мы вас проводим из зала. Вот с медиатором получается наоборот. Человек может высказать все. И вот там где-то найти вот эту червоточинку, да, которая была причиной всему. И спор может разрешиться ведь сам. Конечно, да, конечно, можно найти, потому что в медиации прорабатываются не только правовые моменты, не только документы и факты, доказательства, а на самом деле все начинается с эмоций. Вообще в процессе медиации стороны подписывают какое-то соглашение? Вот, как раз-таки я хотела это сказать. Отличительная черта процедуры медиации еще в том, что по завершении люди могут получить на руках документ, да, документ, который называется медиативное соглашение, когда они договариваются по каким-то своим требованиям. Медиативное соглашение можно удостоверить у нотариуса уже в соответствии с законом, тогда этот документ имеет уже силу исполнительного документа. То есть это все равно, что судебный приказ или что-то да, там, как мы говорим, без суда и следствия, да, человек может получить такую гарантию. Да? Медиативное соглашение можно удостоверить в суде, если люди уже находятся в судебном процессе, в качестве мирового соглашения. Идеально здесь тогда получается разрешение споров с помощью медиаторов именно в сфере кредитования, я так думаю. Потому что заинтересованы это обе стороны. Одна сторона заинтересована, там, например, в изменении срока, и изменении там, суммы платежа, да, или изменении там, каких-то дополнительных условий. А вторая сторона, то есть кредитная организация, она заинтересована в возвращении кредита. Конечно. Да, и тут получается вот именно схема соглашения, вот этого соглашения
медиативного соглашения, да, правильно? Вот здесь схема заключения медиативного соглашения между вот такими сторонами, да, заинтересованными в разрешении. Да, есть отдельное направление медиации, которое называется банковская медиация, именно вот в этой сфере. Да? И получается, что к вам может обратиться любой. Вот. Может обратиться любая сторона, раз, могут обратиться обе стороны, может еще направить суд. Стороны уже в процессе, в судебном, да, и по закону судья может рекомендовать медиацию как способ разрешения спора. Наше интервью подходит к концу, и по традиции я прошу гостей нашей передачи дать несколько полезных советов нашим телезрителям. Вот что вы посоветуете как опытный эксперт в сфере медиации? Что посоветовать? Ну, мирный способ урегулирования конфликтов – это всегда лучший, потому что сохраняет ресурсы, нервы здоровья, отношения. Но из любой конфликтной ситуации можно найти решение всегда. Есть разные способы. Ну и не отчаиваться, когда случается какой-то сложный правовой спор, сложные ситуации. Ну, мы всегда различаем правовой спор, конфликтные ситуации. Ну, всякое разное бывает в жизни. Но сейчас есть специалисты, которые могут помочь людям в таких вот сложных ситуациях. Поэтому всем мира, здоровья, сохранять спокойствие, не разрушать себя. Наверное, так. Спасибо большое, Долгояна Николаевна. До новых встреч в нашей передаче. Спасибо за приглашение. А теперь более подробно о медиации по спору между банком-кредитором и заемщиком. Несмотря на то, что сама процедура медиации известна мировой юридической практике достаточно давно, и в России уже более 8 лет действует федеральный закон номер 193, охотно прибегать к данной процедуре граждане и юридические лица стали лишь недавно, причем по всем направлениям хозяйствования. При этом не является исключением и сфера кредитования. Почему же выгодна процедура медиации? Во-первых, урегулирование спора между заемщиком и банком выгодно обеим сторонам спора, так как заемщик накапливает объемы неустойки и процентов за пользование денежными средствами. И, пожалуй, это главная причина, почему заемщик готов идти на разрешение конфликта с помощью медиатора и как можно быстрее. Учитывая современные реалии и ключевую ставку Банка России, которая во многом и определяет уровень процента и, соответственно, сумму процентов, данные обстоятельства накапливаются достаточно быстро. И даже при добровольном согласии должника на разрешение проблем у него могут возникнуть серьезные трудности. Он рискует попасть в БКИ. Для некоторых категорий должников, особенно это касается юридических лиц, это может быть даже более серьезной проблемой, чем увеличение суммы процентов. Ведь попадание информации о недобросовестности должника в бюро кредитных историй может резко негативно сказаться на его деловой репутации. Ну а банк-кредитор? Банк-кредитор не получает выданные средства и проценты. После окончания срока исполнения обязательства банк уже мог прокредитовать на эти средства иное лицо и получить прибыль с процентов. Или же иным образом распорядиться данной денежной массой для создания дополнительных выгод. Не может вернуть средства резерва. Положение Центрального банка номер 254-П обязывает банковские организации формировать резерв на сумму каждой суды или приравненной к суде задолженности, то есть перечислить на определенный счет сумму резерва и забрать ее только после исполнения обязательства. Это означает, что банк теряет из оборота не только средства займа, проценты за пользование денежными средствами, но и объемы сформированного резерва. А теперь коротко о преимуществах медиации. Перед другими способами решения конфликта следует понимать, что медиация – процедура добровольная. И если банк не уступил право требования коллекторской организации и согласен на процедуру медиации, то это уже очень хороший знак, так как свидетельствует о серьезной заинтересованности в разрешении конфликтной ситуации. У процедуры медиации много плюсов по сравнению с судебными, а
Это ведь основной способ решения подобных споров. Например, скорость. В отличие от судебного разбирательства, медиация лишена перегруженности формальностями. В результате, как только между сторонами достигнут компромисс, спор может считаться разрешенным. Но и стоимость. Все издержки сводятся к оплате услуг медиатора. Нет необходимости оплачивать, например, стоимость пошлины, а также услуги представителей, так как в процедуре участвуют непосредственно стороны конфликта и медиатор. Широкое разнообразие вариантов выхода из ситуации – это одно из важных преимуществ. В отличие от суда, который ограничен в вариантах разрешения конфликта, сами стороны могут выбрать наиболее выгодный им способ. Например, рефинансирование задолженности, предоставление рассрочки и так далее. В заключение необходимо еще раз обратить внимание на то, что медиатор является независимым профессионалом в области разрешения конфликта. Он может не иметь профильного образования, однако ему доверяют обе стороны конфликта. К тому же, возможна ситуация, когда к медиатору обращается одна из сторон. Тогда он занимает позицию данного субъекта и помогает ему разрешить ситуацию мирным путем. Важно помнить, что любой договор лучше затяжного спора. Поэтому стремитесь к тому, чтобы не затягивать спор, а старайтесь как можно быстрее вернуться в нормальное финансовое положение. И мы продолжим говорить про деньги в новых выпусках нашей передачи. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.